Чтобы отдохнуть, достаточно просто съездить в сад или на дачу. Стать маленьким флористом или же садоводом точно так же очень легко. Ну а если вы вампир, я вам не советую ездить за город. Ну, ребята, кто не понял насчет вампиров, объясняю. Здесь очень солнечно, а вампиры не любят солнце. Кстати, с собой можно взять своего друга, ну, либо же кого-то больше похожего на человека. А вообще, на самом деле, это очень полезно, ведь солнечный свет как-никак витамин D, которого нам часто не хватает. Также вы можете сделать свою клумбочку, да или просто помочь родным в огороде. На самом деле это тоже очень интересно. Мы вот тут грядочку вскопали и, собственно, коты наследили. Место преступления. Также в саду очень много живности. На самом деле очень интересно за ними наблюдать. Вот вам тоже занятие. За снегом мы увидели гнездо дикого голубя, и он даже там сидел. Но опустив голову чуть ниже, мы увидели скорлупки от яйца. Представляете, кто-то вылупился. И каким-то волшебным образом в нашем скворечнике вылупились птенчики скворца. Также вы можете задекорировать ваш сад, сделать его более эстетичным. Можно взять обычную корзинку, прицепить туда цепь и повесить на стену. Получится реально очень красиво. Кстати, здесь можно поиграть в разные игры на улице. Пандемия нам не помешает. Сейчас я расскажу о некоторых из них. Можно поиграть в игру «На что похоже облако». Вот чисто мне это облако напоминает круассан. Да, я всегда думаю о еде. Можно поиграть в разные игры с мячом. Да, игрок из меня, конечно, не очень. Здесь можно быстро принять форму, каждое утро делав зарядку на свежем воздухе. Это я вам гарантирую. Можно поприседать, потанцевать, еще поприседать. Ну и сделать выпады. А вообще у нас целый сюжет есть о зарядке. Можно еще побегать, как я. Надеюсь, вы воспользуетесь моими лайфхаками. Настя Бурмистрова специально для Горы новостей.